Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Мария Сунхалырова и Николай Слепцов. У микрофона ведущая Саргалана Антонова. Каждый ребенок в какой-то мере гений. И каждый гений в какой-то мере ребенок. Артур Шопенгауэр. Я не зря начала передачу именно с этих слов. В детстве к человеку приходит множество идей, как умных, так и нелепых, но большая часть из них благополучно забывается. Тем не менее, некоторые дети стали настоящими изобретателями и внесли свой вклад в окружающий мир высоких или, может быть, не очень технологий. Знаете ли вы, что объединяет, например, теплые наушники, водные лыжи, батут, фруктовый лед, калькулятор, снегоход и даже шелк? Это все изобретения, сделанные в свое время детьми. От игрушек до серьезных средств передвижения и вычислительной техники. На сегодня можно сказать, что дети могут все. Не стоит отбрасывать идеи, которые приходят в голову ребенку, как заведомо банальные. Какая-то из них может определить наше будущее. И это очень интересно. Итак, юные изобретатели, кто они? Что они придумывают и воплощают в наши дни? Каким они видят свое будущее? Об этом и не только. Накануне Дня детских изобретений мы будем говорить с гостями нашей студии. Итак, это руководитель проекта, летающий эколог, наставник детского технопарка «Кванториум» Алексей Александрович Васильев. Здравствуйте. И его воспитанница, ученица 8 класса Светлана Кузьмина. Добрый день. Здравствуйте. А также еще один наставник детского технопарка, руководитель проекта по робототехнике Сергей Владимирович Хачиров. Добрый день. И его воспитанник, учащийся 11 класса Радислав Стручко. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах нашего радио. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, а я хотела бы начать нашу беседу со следующего вопроса. Давайте расскажем, что же представляет собой детский технопарк «Кванториум», для чего он был создан. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Детский технопарк «Кванториум» создан для привлечения детей к инженерно-техническому образованию, выявлению талантливых детей и в помощи в определении своего профессионального направления. С этой целью у нас в России проводится большой проект создания детских технопарков. И таких технопарков, как «Кванториум», в России очень много. У нас в Якутске детский технопарк был открыт в 2017 году. Вот с тех пор мы работаем. Мне повезло быть там с самого начала. Вот. И в нашем детском технопарке есть 8 направлений. Я работаю в нейроквантуме. Эти направления у нас называются квантумами. Вот. У нас также есть направление промробо. Также есть направление VR-AR, есть направление IT, есть направление геоквантум, есть направление космоквантум, есть Energy Quantum и есть хай-тек цех. Вот. Очень много направлений, и действительно можно говорить о том, что все они являются на сегодня очень востребованным на сегодняшний день. Да, это вот можно так сказать, потому что все они используют современные инновационные направления, которые находятся в самом на пике развития инновационной науки. И наш технопарк хорошо оснащен. Когда открывался технопарк, было закуплено оборудование на 88 миллионов. Это, конечно, большая довольно сумма, хорошая база. И можно сказать, что это очень солидно. Финансирование проводилось с софинансированием. Это деньги от национального проекта и нашей республики. Вот. А в перспективе говорилось о том, чтобы вот такие детские технопарки появились практически, наверное, во всех улусах нашей республики. Да, сейчас активно открываются детские технопарки, школьные технопарки, и в этом направлении работа идет. И видно, что наше правительство серьезно заинтересовано, чтобы у нас было хорошо развито инженерно-техническое образование.
Детская, инженерно-техническая. Да, и сейчас это особенно актуально, да, когда у нас в республике объявлен год детства, да? Да. То есть можно говорить, что по каждому направлению дети занимаются исследованиями, но еще и проектной деятельностью. Да. Правильно? Да. Хорошо. А кто помогает им притворять, например, их теоретические задумки на практике? Расскажите, пожалуйста, вот о педагогах, которые работают в кванториуме. Ну, у нас работают педагоги в среднем где-то по 2 педагога на каждом направлении. Вот. Все педагоги проходили обучение в городе Москве. Мы выезжали, некоторые выезжали дважды, некоторые выезжали трижды. Нас обучали в Сколково, в Московском технопарке. Нужно сказать, что обучение проходило очень хорошо. И самые такие вот новые направления, которые мы не знали, мы узнали там. Дело в том, что нет специалистов пока ни по VR, ни по нейротехнологиям. И вот эти вот знания были очень ценные для нас. Также мы получили опыт по работе наставника, как должно проводиться наставничество, как организовать проектную деятельность. И я должен сказать, что для меня это было большим открытием, это направление. Вот. Также очень хорошо то, что мы связались с региональными кванториумами России. И до сих пор поддерживаем тесные отношения. Это нам очень помогает по работе, потому что они всегда сообщают какие-то новинки о конкурсах, помогают советам, и вот это вот мы постараемся поддерживать. Хорошо. А теперь я хотела бы попросить вот наших гостей, наставников, да, руководителей проектов немного рассказать о себе, что привело вас в детский кванториум, да, а по каким основным направлениям вы работаете. С Алексеем Александровичем давайте начнем. Еще раз здравствуйте. Я работаю на кружке робототехники, промо-робоквантум называется это направление. Работаю 4 года, с 2019 года, уже 5-й год пошел. Попал я в этот кружок случайно. Как-то я во время отпуска искал просто подработку. И вот по моей специальности не так уж много работы встречается. Я электроник вообще. И вот увидел объявление, что требуется педагог по робототехнике и навыки электроника нужны. Вот я и решил попробовать, и как-то там остался уже 5-й год. То есть работа очень интересная, вас затянула? Я сам работаю в Институте космофизики еще, и работа более такая, скажем, научная или не такая подвижная, скажем, и не такая живая, что ли. Серьезная, да, вдумчивая. И тут я попал в среду, где много движения, где дети, и мне очень понравилось, и затянуло как-то, и вот я уже там остался. Совсем другая энергетика, наверное, да? Хорошо. Сергей Владимирович, вы как пришли в технопарк? Я с 2014 года занимаюсь детской робототехникой. Так, я по образованию физик, закончил Государственный университет Якутский, учитель физики и информатики, и работал по специальности. Вот. Потом в 2014 году я устроился на работу в Республиканский ресурсный центр преподавателем по робототехнике. Работа интересная. Мне как физику она далась легко, хотя до этого я робототехнику, конечно, не знал. Потом в 2016 году у нас был там проект по созданию кванториума в городе Якутске. И мне как робототехнику предложили подготовить смету по закупке оборудования по робототехнике. Я активно участвовал. В 2016 году у нас не получилось. Конкурс мы хоть и не получилось. И через год открылся 2017 год, и я пришел устраиваться в кванториум. Это было мое желание, было интересно. Вот. Места в промо-робоквантуме не было. Там уже были заняты другие робототехникой. И мне предложили работать в нейроквантуме. Я спросил, а что нейротехнологии? Они говорят, что-то связано с робототехникой, ты справишься. Хорошо, раз нейротехнологии, значит нейротехнологии. И с таким набором знаний я поехал в Москву на обучение, и там мне хорошо объяснили спокойно, что нужно делать, чем отличается. И мне тоже это очень понравилось, и сейчас я с удовольствием работаю. Это самое главное, работать с удовольствием, с огоньком, да? А так я работаю, конечно, с УФУ,
преподавателем в Институте математики и информатики на кафедре теории и методики обучения информатики и математики. Я являюсь доцентом этой кафедры. Ну вот видите, какие у наших наставников очень серьезные профессии, серьезные должности. Но тем не менее, я очень рада, что вы уделяете очень много внимания еще и нашему подрастающему поколению, детям, да. Вот хотелось бы задать такой вопрос. Вы же общаетесь с ними, да, и каким дети вообще видят свое будущее? Можно ли говорить, что вот у них какой-то свой особый взгляд на мир? Ну, конечно, мечты, фантазии детей, наверное, отличаются от взрослых, да. Если у взрослых людей они, со временем, с возрастом как-то то ли приземляются, или что-то их становится меньше. Наверное, жизнь влияет, еще рутина жизненная. И мечтаний и фантазий у взрослых становится меньше, а у детей они, более, скажем, гибкие, не такие, скажем, сильно ограниченные там жизнью. Вот так. И я добавлю, да. Дети учатся на своем окружении, да, и сейчас у нас очень много новых технологий, которые мы не знали, это раз, поэтому они живут немножко в другой среде. Во-вторых, у них действительно нет зашоренности, как у старшего поколения, и они не знают всех ограничений, которые знаем мы, поэтому они легко фантазируют, предлагают очень оригинальные идеи. Вот. Не всегда, конечно, они связаны с действительностью, но мы немножко им помогаем в этом направлении. Вот самое важное. Да, и получается довольно-таки интересный проект. Давайте как раз-таки поговорим о проектах. Да? У нас участвуют в передаче как раз-таки учащиеся детского технопарка «Кванториум». Да? И вот обратимся сперва к Светлане. Да? Светлана, немножко расскажите о себе. Я знаю, что вы учитесь в 8 классе. Какая это школа? Да? Как давно посещаете «Кванториум», пожалуйста? Я учусь в 8 классе физико-технического лицея имени Владимира Петровича Ларионова. Я посещаю кружок «Кванториум» с 7 класса. Сначала я училась делать проекты в целом, структуру проекта, планирование и так далее. Сделала свой индивидуальный проект, защитила его на ларионовских чтениях и других конкурсах, и затем уже перешла к межквантумному проекту систематизации экологического мониторинга качества воздуха с использованием квадрокоптера. То есть я присоединилась к команде из дронщика и ардуинщика. Ардуинщик, программист Ардуино, это Слепцова Ксения, ученица 10 класса Саха-политехнического лицея. И оператор БПЛА – это Нуреев Тимур, 10 класс, 5 школа. Ну что же, как начиналась ваша работа? Давайте, кстати, вот посмотрим, да, это модель вашей работы, да? Как начиналась наша работа? То есть мы начали работать в конце февраля 2023 года. Тогда мы работали с имеющимися датчиками, то есть у нас уже ничего не было, но мы очень хотели что-то сделать. У нас был дрон «Призрак-2», он был такой маленький, но за это время мы успели поменять 4 дрона, то есть мы рассматривали самые разные дроны и выбрали самый оптимальный, то есть это Клевер 4. Также мы сделали 2 закупки. За это время купили недостающие датчики. То есть у нас в процессе работы возникало много проблем. Допустим, у нас GSM-модуль не ловит сотовый сигнал, то вообще дрон не может взлететь. И вот в процессе работы я набралась много опыта, да. Вообще, с чего началась работа над вашим дроном? Наверное, была какая-то проблематика, да, которую вы старались решить. Да. Мы сначала начали с изучения загрязнения воздуха. Мы изучили основные токсиканты, загрязняющие воздух, их влияние на организм человека. Потом мы изучили существующие службы в городе Якутске, сделали поиск аналогов и затем перешли, к созданию дрона эколога. Каким выводом вы пришли? Вообще, какие цели, задачи вы ставили, создавая вот такого дрона? Наша основная цель была систематизировать экологический мониторинг качества воздуха с использованием квадрокоптера. То есть мы хотели решить проблему информирование жителей о качестве воздуха. Ведь загрязнение воздуха влияет на наш организм с раннего детства. И мы даже не подозреваем об этом. То есть 91% населения Земли живет в местах, где качество воздуха ниже пределов рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. И 7 миллионов смертей наступает в результате воздействия загрязняющих частиц в воздухе. И нам хотелось, чтобы люди знали об этой угрозе и, как-то решить эту проблему.
Мгм. Хорошо. Алексей Александрович, вот как шла работа над проектом? Вот какие наблюдения, может быть, были сделаны вами во время работы? Что вы можете сказать о своих в воспитанниках? самом начале, Ага. как возникла эта идея, мы вот на кружке робототехники просто хотели начать какой-нибудь проект с детьми, собрались группой и думали, что вообще можно сделать, что будем делать. Вот я ребятам задавал такой вопрос, и потом и ребята предлагали какие-то свои идеи, и мы просто потом началась перемена, мы смотрели в окно на Талое озеро, Мгм. возле Дворца детства есть озеро Талое. Была весна, по-моему, и снег таял на озере. Снег был какой-то грязный. Ну, мы думали, хотели сделать что-то плавающее вообще возле дворца, чтобы это испытать. Было бы интересно, там, скажем, сделать и сразу выйти и испытать. И вот мы решили сделать что-то плавающее, смотрели на озеро, и там грязный снег, и подумали, вообще плавающее мы сделаем что-то, а для чего и зачем? Вот таким вопросом задались, и вот грязный снег, и у нас возникла идея, а что если мы будем измерять, как-то изучать качество воды в водоемах, вот, скажем, в нашем Талом озере. И вот решили сделать вначале такого плавающего эколога. Но вначале, когда мы начинаем какой-нибудь проект, мы начинаем изучать информацию. И оказалось, что таких проектов немало. И потом мы еще в команду, в группу набрали ребят. И вот Светлана пришла в наш проект. И мы решили его изменить. А что, если мы будем измерять не качество воды в водоемах, да, а качество воздуха, загрязненности воздуха, и вот используя те ресурсы, которые у нас есть, вот дроны, скажем. И вот так возникла эта идея. Ну что ж, действительно здорово. И в какие сроки вот ваш дрон был собран, Светлана? У нас было 2 спринта, то есть первый спринт — это с февраля до лета, и вот наверное, сентября-ноября до республиканского шага в будущее. Этот прототип мы собрали, то есть начиная с сентября до января. Угу. Я знаю, что вот по результатам вашей работы даже возникла необходимость создания своего сайта, который посвящен как раз-таки вот этой экологической проблеме, да? Да, на нашем сайте вы можете узнать сведения о качестве воздуха на данный момент, факты о загрязнении воздуха, основные токсиканты, причины загрязнения. Также вы можете узнать рекомендации для здоровья, о том, как можно защитить себя, и о том, как мы сделали этот проект, то есть о самом проекте. А также вы можете сообщить об экологической проблеме города. Это здесь же на сайте можно, да? Да, на сайте можно заполнить форму, и затем будет, то есть, практика по предотвращению этих проблем города Якутска со службами экологии, охраны экологии Якутска, да. Угу, хорошо. Действительно, вот какие выводы вы сделали для себя, когда вот этот дрон уже был опробирован, запущен в работу? Мы сделали вывод для себя, то, что нет ограничений, то есть для каких-то идей. Угу. То есть все возможно. И если старательно работать над своим проектом, то все получится, и у вас будет хороший прототип и что-то полезное для общества. Угу. А где апробацию проводили? Апробация проводилась в конториуме, Угу. то есть в специальном месте для тестирования дронов, да. Ага, хорошо. Ну и, конечно, хотелось бы знать о перспективах. Что вы планируете на будущее вот с этим дроном? В будущем нам бы хотелось, то есть улучшить наш прототип и расширить наш сайт. Угу. Ну что же, это действительно здорово, дорогие друзья. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я напомню, что сегодня мы накануне Дня детского изобретательства разговариваем с педагогами и воспитанниками детского технопарка «Кванториум». Оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня, накануне Дня детских изобретений, мы говорим о взрослых разработках школьников. Почему в детстве к нам на ум приходит множество интересных идей, а когда мы вырастаем, то благополучно забываются. Как помочь нашим ребятам поддержать интерес к изобретениям и разработкам? Об этом и не только наш разговор в студии. А я напомню, что гости нашей передачи – это наставники детского технопарка «Кванториум», Алексей Александрович Васильев и Сергей Владимирович Хачиров, а также их воспитанники, ученица 8 класса Светлана Кузьмина и ученик 11 класса Радислав Стручков. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Телефоны нашей студии 32 2066, 32 11 66. Вы можете позвонить и присоединиться к нашему разговору. Ну что же, давайте снова вернемся к нашей теме, да, вернемся к летающему экологу. И, конечно, мы говорили о перспективах, о дальнейшем развитии этого проекта. Да, Алексей Александрович, Да. у вас есть что добавить? Так, ну вот это у нас первый прототип, и ребята планируют его еще дорабатывать, продолжить этот проект. И вообще целью, конечным итогом, наверное, может быть, мы хотели сделать такое устройство, чтобы оно оценивало экологическую обстановку в городе, в нашем городе Якутске. И каждый человек, каждый горожанин мог зайти на сайт или в мобильное приложение, которое мы потом, надеюсь, сделаем, и увидеть обстановку, экологическую обстановку в той или иной части города. Вот у нас дрон, например, мы планируем, чтобы он облетал город по координатам GPS и в определенных точках проводил замеры и скидывал информацию на сайт или вот в будущем в мобильное приложение, что было бы очень полезно горожанам и актуально, например, в летнее время, во время лесных пожаров. Да, это очень актуально. Загрязненность, загазованность воздуха. Это обязательно нужно знать, да, каковы показатели. Светлана, у вас есть что добавить, да, вот по принципам работы? Да, то есть принцип работы самого дрона. Сначала датчики получают данные о качестве воздуха, то есть углекислый газ, угарный газ, оксиды азота, твердые частицы, влажность, атмосферное давление, и затем эти данные переносятся в виде СМС-сообщений благодаря технологии GSM-модуля на номер телефона оператора и на привязанный номер пользователя. Допустим, вы наш пользователь, и вам каждый день ежедневно приходят сообщения о качестве воздуха. Затем эти данные переносятся на сайт. Вот такой принцип работы. Действительно, я думаю, что это очень будет большая, объемная работа, и если эти данные будут еще и доступны всем горожанам, я думаю, это будет не только интересное, но и очень полезное изобретение. Да? Ну что же, давайте теперь перейдем к нашему следующему собеседнику. Так, это ученик 11 класса, как мы сказали, Радислав Стручков. Расскажите, пожалуйста, нам о себе, в какой школе вы учитесь, как давно занимаетесь в Кванториуме? Добрый день еще раз, дорогие слушатели и телезрители. Меня зовут Стручков Радислав. Я ученик 11 класса, обучаюсь в специализированном учебном научном центре СВФУ. Так, я занимаюсь, в общем, пением, то есть волейболом, а также очень давно занимаюсь робототехникой и программированием. Как я попал в Кванториум, это, наверное, очень длинная история. Начиная, наверное, с 1 класса. В Кванториум сам я начал ходить где-то в районе 4 класса. И что же меня туда именно затянуло, это то, что с Сергеем Владимировичем я знаком достаточно давно, потому что в 1-2 классе он был моим директором в Мархинской 2 школе. И также моя тяга к новым исследованиям, также к программированию и к робототехнике была уже с детства. Да. Действительно здорово. Радислав, я знаю, что вы работали над созданием очень серьезной идеи, да? Вообще, как пришла мысль, что вот ваше изобретение, которое вы сделали, настолько нам необходимо? Идея увеличения возможностей человека, она стоит перед человечеством уже достаточно давно, но ей не уделяют достаточной значимости, потому что она не столь необходима, как другие, которые сильно повлияют на нашу жизнь, но данная тема, она очень актуальна, потому что она облегчит нашу жизнь, также ускорит процесс некоторых работ или профессий.
Но это может все, конечно, сойти к тому, то, что люди лишатся своих профессий, но нет, потому что уже появятся дополнительные профессии, которые будут уже связаны с этими нашими дополнительными конечностями. Мгм. Ну, в чем суть вашего проекта? Расскажите, пожалуйста. Вот насколько я видела, оно представляет собой, как правильно сказать, Сейчас. сооружение, которое надевается, да, как рюкзак на плечи. Да, И? это получается, ну вот, как называется наш проект? Это увеличение возможностей человека Мгм. посредством добавления биороботизированных конечностей. Это получается у нас рюкзак, который одевается и добавляются наши 2 дополнительные роботизированные конечности. То есть все они работают на принципе том, то, что мы сначала вот думали, как это все будет работать. И пришли к тому, то, что все будет работать на датчиках электромиограммы, то есть они фиксируют наше напряжение мышц, и тем самым они будут выполнять определенные действия. Ну, вот так где-то может понадобиться, это, допустим, то же самое строительство, где нужно прикрепить что-то к потолку, а нам Мгм. не хватает вот рук. Не И- хватает длины, например. Да. да? Мгм. И поэтому мы нашими дополнительными конечностями держим что-то и нашими основными приколачиваем. Можно добавить, да? Да, конечно. Ну, вот Радислав правильно сказал, что в повседневной жизни нам очень пригодится. Да, все сейчас смотрят на экзоскелет, но экзоскелеты для избранных. Мгм. Это спецподразделения там, и так далее, да. А вот Очень да, дорогое. дорогое Мгм. удовольствие. Мы хотим сделать для всех. Вот очень часто бывает, да, что ты приходишь с коробкой к двери, а дверь тебе открыть некому, да, повернуть ручку некому. Мгм. Вот можно было там использовать, да, вот, передать коробку этим дополнительным конечностям, а сам делать все, что хочешь, отключил, включил. И я так думаю, что если мы доведем ее до ума нормально, то она будет очень массово использоваться. Ну, Я вот это хотел очень добавить здорово. Ага. то, что, ну вот, получается, нас очень часто спрашивают, почему это не экзоскелет. Да. Ну, получается то, что... Ну, экзоскелет, он сам по себе имеет другую цель. То, что он не увеличивает наше количество возможностей, оно скорее усиливает наши возможности. То есть у нас будут есть руки, они просто будут сильнее. Мгм. Да, также, ну вот, как и правильно сказали, то, что это очень дорогое удовольствие. Ну, а также там свои технические есть некоторые Нюансы. недостатки, да. Мгм. Хорошо. А как вообще вы шли к реализации проекта? Вот одно дело, конечно, придумать, да, одно дело создать проект. Это все теоретически. Но сделать его практически, мне кажется, это очень сложно. Ну, работа началась где-то, наверное, 1,5 года назад. Мгм. И первым делом мы должны были понять, как все это будет работать, как все это выглядит и, в принципе, актуальность нашего проекта. Ну вот, мы, получается, сели вокруг стола, взяли доску и уже рисовали, как это может выглядеть, как это будет удобно и, в принципе, как это будет все работать. Дальше уже начались идеи деталей всяких, из чего будет состоять, в принципе, данное устройство. И начали потихоньку конструировать. Появилось множество прототипов. И вот самый первый прототип, он был очень маленький, а на данный момент он огромный. Мгм. И, ну вот, получается, да, на этом пока все. Мгм. Ну, я считаю, что это не последний прототип, Да. потому что у этого прототипа есть масса недостатков, которые нас сейчас немножко расстраивают, но у нас в плане доделать его до ума и довести, как бы, скажем, до промышленного образца. Мгм. Ну, что было, вот, например, самым сложным в создании прототипа? Ой, самым сложным это, наверное, было выбрать, из чего все это будет состоять, как это все будет работать. То есть мы очень долго думали над тем, чтобы как это, в принципе, сконструировать, как все это собрать вместе. И в принципе, все это собирать было тоже достаточно сложно, потому что вот хотелось бы отметить то, что эта работа, можно сказать, то, что практически уникальна, потому что мы искали в интернете, и было только несколько работ, это, получается, были работы некоторых студентов из разных стран, и мы не знали, от чего отталкиваться, и начали адаптировать уже под наши ресурсы и тому подобное. Мгм. Ну, принцип работы объясните, пожалуйста, каким образом вот эти конечности начинают работать? Определенные импульсы? Мгм. Ну вот, получается, принцип работы, в чем он заключается? У нас есть на данный момент это... Ну, в нашем теле есть множество мышц. И у нас есть 2 датчика, которые фиксируют напряжение. То есть... И расслабление, да. Да, и расслабление. Получается, у нас на данный момент мы используем мышцы рук, потому что они очень эффективны и очень просты в использовании. И получается, у нас есть определенные липучки, и они подсоединяются к нашим датчикам, к нашим рукам, Мгм. и тем самым, когда мы уже напрягаем руку, уже проводятся некоторые действия. Мгм. То есть происходит Передача сигнала. передача сигнала, Она импульс активирует- поступает, она который активирует мотор, и Мгм. мотор делает определенные действия.
Конечно, технически очень сложное это устройство, потому что воспроизвести пальцы рук пока мы не смогли, мы пока только захват сделали. Сложности были, конечно, по расчетам моторов, прочности материала. Это делалось методом научного тыка, можно сказать, да, потому что у нас очень часто ломались. Вот. И мы не считаем пока, что мы достигли совершенства. Еще нужно дорабатывать, потому что устройство достаточно громоздкое и хрупкое. Нужно, чтобы Ну, начало есть, да, начало есть интерес, есть энтузиазм. Я думаю, что это обязательно получит свое продолжение, да? А вот какую-то апробацию проводили, нет? Ну, проводили, да. Показательные выступления, так сказать. Ну, мы участвовали во множестве конференций, и это даже было, когда у нас был очень... Даже только когда это было еще в этапе идеи, мы даже шли с этой идеей, потому что нам могли дать советы, как это все можно воссоздать. И, наверное, самое сложное было, это когда мы, получается, недавно вот летели в Питер, и как это все можно было перенести. Вся конструкция очень хрупкая, и для этого мы сделали огромную коробку, которая очень много весит, в районе, ой, не помню даже сколько. Да, я, пользуясь случаем, выражаю свою благодарность работникам Хайтека, которые создали специальную коробку. И если бы не они, то мы не смогли бы перевести этого робота через багаж. Потому что багаж кидают же, да? И, скорее всего, наш робот сломался по пути. И благодаря им этот робот доехал и обратно приехал. Вот. Еще вот недавно участвовали, получается, в конференции «Шаг в будущее». И вон там уже нам явно указали на наши недостатки, но и похвалили за всю работу. Ну и мы, можно сказать, хорошо и заняли диплом первой степени. Я знаю, что Светлана тоже принимала участие в научно-практической конференции. Да, я участвовала во второй раз вообще в какой-то конференции. Я стала лауреатом. Ну, то есть это как первое место, самый победитель, точнее. Ну вот, да. Ну что же, я поздравляю, действительно у вас очень хорошие, обнадеживающие успехи, я вижу перспективу, а вот мне хотелось бы задать вам такой вопрос. Как вот вы считаете, на ваш детский взгляд, что необходимо для того, чтобы стать изобретателем? В первую очередь нужен интерес, нужно исследовать свою проблему, ну то есть то, что вы хотите сделать. И если вы это поймете, то у вас все получится. Ну, то есть нужно анализировать много. И если вы поймете, что вам именно нужно решить, тогда вы достигнете своей цели. Радислав? Да, вот Светлана сказала очень важные факторы, которые нужны для этого. Также хотелось бы добавить то, что, да, правда нужен интерес, то есть нужно добиваться информации, то есть нужен интерес к познаниям. Также целеустремленность и не сдаваться, потому что есть участие в множестве конференциях, тем самым зарабатывая опыт, но бывают и неудачи, и не стоит сдаваться. Также все может ломаться, и просто никогда не сдаваться. Очень хороший девиз. А теперь у меня вопрос к наставникам, да, Кванториума. Вообще способность экспериментировать, вот как мы сегодня говорили и не раз, придумывать какие-то невероятные вещи с возрастом угасает. Можете вот назвать какие-то факторы, которые способствовали бы тому, чтобы наши дети изобретали как можно больше, как можно дольше? Кто им в этом должен помочь? Может быть, родители или кто, вот, на ваш взгляд? Я абсолютно согласен, что семья имеет решающее значение в воспитании ребенка. Это один фактор. Другой фактор дети все фантазеры. Они много мечтают, смотрят фильмы, играют в игры, и у них появляются идеи. Но сами идеи без поддержки, без знаний, они, конечно, не могут реализоваться. Поэтому я считаю, что нашим детям нам нужно давать возможность изучать робототехнику, изучать программирование, изучать вот эти вот дроны. И тогда у них появятся идеи, которые уже стоят крепко на земле и могут быть реализованы. У вас какой взгляд? Так, еще и когда человек мечтает, имеет какие-то фантазии, нужно как-то уметь еще их воплощать, знать, с какой стороны к ним подойти. И вот этому как раз помогает проектная деятельность. Если вот у детей есть какая-то фантазия, желание что-то создать, то как начать это реализовывать?
Мгм. А можете дать родителям какой-то вот совет, каким образом можно разглядеть, что у ребенка есть талант и определить направление для развития своего ребенка? Ну, я как с своего опыта скажу, да, что, да, видно по тому, как играет ребенок, да. Но лучше всего, наверное, дать попробовать ребенку. Ребенок в маленьком возрасте особенно, он сам не знает, какая у него есть способность. И иногда некоторые родители ошибочно считают, что то, что они не сделали в детстве, должны реализовать их дети. Но дети могут быть другие. Поэтому самый лучший способ – это записывать детей на разные кружки до тех пор, пока ему не понравится. Вот когда им понравится, пусть он этим занимается. Потому что у нас дети талантливые, не все там идут по инженерно-техническому направлению. У нас есть прекрасные спортсмены, музыканты, певцы, ну, все что угодно. Хорошо, Светлана, вот какое направление для себя вы выбрали? Скоро вы, наверное, уже закончите школу, уже 8 класс. В будущем мне бы хотелось стать инженером. Ну, то есть я выбрала техническое направление, и мне бы также хотелось управлять проектами. Я сейчас являюсь лидером этого проекта и менеджером. Ну, то есть мне бы хотелось дальше двигаться в этом направлении. Радислав? Получается, я хотел бы стать специалистом по искусственному интеллекту, хоть и мне близка идея именно нейротехнологий, но все-таки меня интересует больше искусственный интеллект. Также, самой высшей целью после школы, наверное, это является поступить в МГТУ имени Баумана. Это, наверное, моя сейчас самая высокая цель. И, и, может быть, я пойду уже по направлению инженерного, да. Ну, я знаю, что в Кванториуме накануне Дня детского изобретателя проводятся мероприятия. Я знаю, что у вас бывают, конечно же, дни открытых дверей, но и еще проводится конкурс. Да, у нас сейчас проводится дистанционный конкурс для школьников, называется «Юный изобретатель 2024». Вы можете пройти на сайт нашего учреждения, Дворца детского творчества имени Авдеевой, и записаться на этот кружок. Не кружок, а на этот конкурс. Заявки принимаются до 31 января, итоги подведут 8 февраля. Ну что же, я благодарю вас за очень интересный и, я думаю, актуальный разговор для нас. Я надеюсь, что учащиеся детского технопарка «Кванториум» действительно станут достойными представителями нашей технической интеллигенции. Желаю вам креатива, жажды знаний, конечно же, исполнения желаний, исследований и творчества. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». И сегодня мы говорили о детском изобретательстве. Программу подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго. До свидания и до следующих встреч. До свидания.